Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. В начале выпуска по традиции расскажем коротко о самых главных темах сегодняшнего дня. Премьер-министр Владимир Делба представил коллективу Министерства по чрезвычайным ситуациям нового руководителя ведомства Аляса Авицба. Военно-патриотическая командно-штабная игра «Битва за Кавказ» тропами героев впервые прошла в Абхазии. В Черкесске состоялся яркий фестиваль «День культуры народа Абаза», приуроченный к Году единства народов России. Премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба представил коллективу Министерства по чрезвычайным ситуациям нового руководителя ведомства Аляса Авицба. На посту главы МЧС Аляс Авицба сменил Льва Квициня, который руководил ведомством с августа 2015 года. Официальное представление прошло в актовом зале министерства. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Представляя Аляса Авицба коллективу МЧС, глава правительства Владимир Делба выразил искреннюю благодарность прежнему министру Льву Квицине за многолетний преданный труд и создание мощной базы ведомства. Обращаясь к новому руководителю, премьер-министр пожелал ему твердости духа, крепких сил, неиссякаемой энергии и успехов на новом крайне ответственном государственном поприще. Аляс Витальевич не новый человек в органах государственной власти в этой системе. Он в различные годы занимал должности заместителя министра образования, науки, спорта, молодежной политики. Руководил Государственным комитетом по молодежной политике, так что ему система органов государственной власти достаточно хорошо известна. В этой связи я уверен, что тот накопленный опыт, который есть в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, безусловно, будет полезен для развития всей системы. Коллеги также тепло поприветствовали нового министра, пожелав ему плодотворной работы во благо безопасности граждан Абхазии. На посту главы МЧС Аляс Авицба сменил Льва Квициня, который руководил ведомством с августа 2015 года. Под началом Льва Константиновича министерство проработало 11 лет, став за это время образцовым высокоэффективным щитом безопасности страны. В июле этого года ведомство отметило свой 20-летний юбилей. Лев Квициня вложил колоссальное количество сил, энергии и личного труда в становление абхазской спасательной службы. Были произведены достаточно масштабные преобразования. В свое время управление по чрезвычайным ситуациям с учетом возложенных дополнительных функций, задач, с учетом приоритетности направления было преобразовано в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Это важнейший шаг, дал новый импульс развитию системы. Министр покинул свой пост по собственному желанию на основании личного заявления. При этом Лев Квициня продолжит выполнять важную государственную миссию в качестве специального представителя президента Абхазии по взаимодействию с новыми регионами Российской Федерации, Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Перед вашим приходом проводил совещание, мы говорили с коллективом. В первую очередь я их поблагодарил за службу. На самом деле коллектив сплоченный, здесь есть достойные ребята. Они все до единого делали и делают все возможное. И я, в свою очередь, попросил, чтобы полная поддержка с их стороны. И все они в один голос говорят, что мы сделаем все возможное для того, чтобы продолжить то, что сделано. И я больше чем уверен, что у вас все получится. Я всей души, если позволите, вот дома поздравляю. Аляс Авицба окончил филологический факультет Абхазского государственного университета по специальности актерское искусство, а также Российскую академию госслужбы при президенте Российской Федерации по направлению государственное и муниципальное управление. Прошел службу в вооруженных силах Республики Абхазия. В его послужном списке работа в коммерческих структурах, руководство общественным движением «Молодая Абхазия», должности заместителя министра образования и науки, спорта и молодежной политики, а
также председателя профильного госкомитета. При этом долгие годы Аляс Авицба совмещал государственную службу с творчеством. С 2014 по 2022 он оставался ведущим актером Абхазского молодежного театра. Аляс Авицба – участник специальной военной операции. На передовой он командовал первым батальоном легендарной интернациональной бригады «Пятнашка». С 2023-го является советником министра просвещения России на общественных началах, а с мая 2026 года занимает пост помощника президента Абхазии. Уважаемый Лев Константинович, в первую очередь, наверное, я обязан вам сказать огромное человеческое спасибо за ваш труд многолетний. Вы в самые непростые времена возглавили Министерство по чрезвычайным ситуациям и много лет добросовестно служили своему народу. И министерство действительно росло. И сегодня это один из таких вот сплоченных коллективов, организмов. Со своей стороны рассчитываю на плодотворное сотрудничество. Надеюсь, не подведу и Верховного Главнокомандующего, который возложил такую очень серьезную ответственность. Спасибо за доверие. Перед новым министром сегодня стоят масштабные задачи на новом посту. Руководство страны уверено, что богатый управленческий и боевой опыт нового главы ведомства станет надежным фундаментом для сохранения и приумножения лучших традиций абхазских спасателей. Гугут Савардани, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. В международном аэропорту Сухум имени Ардзинба состоялось оперативно-служебное совещание под председательством главы службы государственной безопасности генерал-майора Дмитрия Дбар. В центре внимания организация работы и текущее состояние служебной деятельности на контрольно-пропускном пункте Бабышера, который был открыт одновременно с запуском самого аэропорта. В совещании приняли участие первый заместитель председателя СГБ Республики Абхазия Алхаз Чичба, заместитель председателя, начальник погрануправления Рустам Латипов. По итогам совещания были сформулированы конкретные поручения, направленные на улучшение работы пунктов пропуска и повышение уровня защищенности транспортного узла. Дмитрий Дбар подчеркнул, что бесперебойное и безопасное функционирование аэропорта – один из важнейших факторов стабильности и развития республики. Память детей, жертв войны в Донбассе, почтили в Сухуми. В мероприятии приняли участие спикер парламента Лаша Ашуба, вице-премьер Майя Цыбулевская, члены правительства, чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков, Россотрудничество и общественность республики. После минуты молчания состоялись показ документальных материалов, чтение стихотворений школьниками, фотовыставка «Старобельск» и акция с зажжением свечей. Организаторы, представительства Россотрудничества в Абхазии и аппарат уполномоченного по правам ребенка в республике. Мы вспоминаем тех невинных детей, которые погибли в страшной войне, и те события, которые произошли в 2014 году в Горловке, которые послужили причиной, по которой правительство Донецкой Народной Республики приняли решение 27 июля, день памяти невинно убиенных детей. События в Старобельске, события несколько дней назад в Запорожской области, по дому отдыха погибшие дети. Ну, вот мне хотелось бы говорить сегодня не только о детях Донбасса, а о всех детях, которые живут в новых регионах. Такие мероприятия памятные имеют большое значение для того, чтобы мы помнили, мы не забывали о том, что такое война. Пока мы помним о детях, пока мы помним их лица, пока мы помним имена детей, пока мы говорим о них вслух, мы сохраняем свое человеческое достоинство. Мы не даем злу взять равенство, взять верх над добром. Поэтому такие мероприятия, особенно которые проводятся в Абхазии, в республике, которая знает, что такое война, которая знает цену миру, имеют очень большое значение. Это означает, что мы стоим плечом к плечу с народом Донбасса.
Репортаж с места события смотрите в выпуске новостей 28 июля. Военно-патриотическая командно-штабная игра «Битва за Кавказ» с тропами героев впервые прошла в Абхазии. Мероприятие состоялось на базе Сухумского высшего общевойскового командного училища. Организаторами выступили культурный фонд «Платформа» в партнерстве с Центром правозащиты российских граждан в Абхазии при поддержке Фонда президентских грантов России и конкурса «Созидатели Абхазии». Подробности расскажет Аэлита Арутюнян. В игре принимают участие 7 команд, каждая из которых состоит из 5 человек. Среди них ученики общеобразовательных школ, школы милиции и курсантов СВОГУ. У участников настрой боевой и задорный. Я участвую в команде под названием «Яйра». Там собираюсь со всех школ Сухума и делают одну общую команду. Вот мне тренер сказал, что соревнования, мы поделились по группам, и вот так я и участвую здесь. Мы хотим победить, кто не хочет, но главное участие, а не победа. На эти соревнования я попала наш тренер нам сказал, что будут соревнования, и мы собрались командами вот сюда. Руководитель культурного фонда «Платформа» рассказала, что это мероприятие – продолжение проекта «Кавказский фронт», стартовавшего в 2022 году. В 2025 году проект был поддержан Фондом президентских грантов. Игра состоит из 7 станций, максимально приближенных к реальным боевым и штабным условиям. Сегодняшнее мероприятие, оно не впервые проходит на территории команды общевойскового Сухумского училища, потому что ранее в рамках Кавказского фронта проводились мероприятия, но именно подобного рода, который объединяет не только ловкость, не только смелость, не только военную подготовку, но и интеллектуальные способности ребят, включая обучение медицинской помощи и применение их непосредственно на месте, она проходит впервые, именно такая масштабная. Соревновались в различных испытаниях, среди которых сборка и разборка автомата, оказание первой помощи. В этом участникам помогали сотрудники МЧС. Также предстояло пройти исторический квест, спортивные и интеллектуальные испытания. Сегодняшнее мероприятие, оно вообще проводится в рамках битвы за Кавказ, поэтому, что касательно информационной части, то ребята будут познавать и показывать свои способности именно в этом направлении, в направлении информации обороны Кавказа. Конец игры ознаменовался водружением Знамени Победы. Проект направлен на сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи и развитие практических навыков. Мы заранее тренировали сборки и разборки автомата. Они здесь, как военные люди, они этим занимаются почти каждый день. Чистка, подготовка, сборка, разборка, вооружение военной техники. Они к этому изначально были уже готовы. Команда готовилась за неделю. Принимают участие 5 человек. От нас требовалось конкретно это само место проведения, организовать учебные точки, подготовить инвентарь, то, что от нас зависело, военный инвентарь. Мероприятие организовано культурным фондом «Платформа» при партнерстве Центра правозащиты граждан России в Абхазии. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов России и конкурса «Созидатели Абхазии». Аэлита Арутюнян, Заурлиев, Абхазское телевидение. В Черкесске состоялся яркий фестиваль «День культуры народа Абаза». Гости окунулись в самобытный мир абазинской культуры, смогли не только увидеть зажигательные танцы, но и прочувствовать национальный колорит через традиции, костюмы и атмосферу праздника. В мероприятии приняла участие делегация из Абхазии. 11-й культурно-спортивный фестиваль Абаза организован международным объединением Алла-Шара. Инициатором выступил президент объединения Муса Экзеков. Искренние эмоции и теплые моменты праздника в репортаже Миланы Агрба. В столице Карачаево-Черкесской республики в городе Черкесске на площадке парка «Зеленый остров» прошел 11-й культурно-спортивный фестиваль «Абаза», на котором была представлена абазинская культура и предметы прикладного искусства. Мероприятие стало значимым событием в рамках Года единства народов России, провозглашенного президентом страны. В этом году мы впервые разместили экран на территории ресторана «Оазис» и будем транслировать вечернюю программу на этот экран, а также в режиме онлайн будем транслировать в интернете наш концерт, наш вечерний концерт.
Праздник собрал в Черкесске гостей из Республики Абхазия, отметившие 23 июля День государственного флага, а также жителей и гостей. Фестиваль культуры народа Абазы делится на две части – культурную, где проходят народные гуляния, и спортивную. Как отметил Тимур Риквавов, впервые за время проведения этого фестиваля была включена новая дисциплина – вольная борьба. Это дисциплина по вольной борьбе. Мы тоже привезли свыше 10 наших спортсменов молодых, которые тоже будут активное участие принимать на Абаза-играх. Как всегда, хотим разделить вот эти эмоции, спортивные игры с нашими братьями, сестрами в Абазашке. И для нас, скажем так, спортивная часть – это второстепенная часть, а вот первостепенная часть – это увидеться, познакомиться, наладить контакты. Гостями участникам было представлено все многообразие национальной культуры абазинского народа, от древних ремесел до зажигательных мелодий и танцев. Искренне я от всей души по-братски хочу поздравить народ Абазашты, народ Абхазии с этим шикарным праздником. Великолепным праздником. Мы находимся дома у наших братьев. Все прекрасно организовано. Дай Бог, чтобы все прошло хорошо. Кульминацией вечера стал большой гала-концерт в амфитеатре, на сцену которого вышли известные исполнители абазинской и абхазской эстрады. Также были возложены цветы к памятнику добровольцам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Депутат Гудаутского районного собрания Рома Богателя отметил, что у детей море положительных эмоций. Для них это первый выезд. Я думаю, что и уверен, им это придаст максимальный импульс, даст им возможности для дальнейшего интереса и развития этого ансамбля. В рамках фестиваля прошли спортивные мероприятия по различным направлениям. Участники соревнования отметили, что для укрепления братских связей такие мероприятия нужно устраивать чаще. Понятно, соревновательный фактор, конечно, присутствует, но важнее всего, я считаю, здесь то, что люди видятся, народы, народности, общаются, узнают друг друга, разговаривают на своих языках. Это самое важное, что может дать нам это соревнование. Мы приезжаем сюда, смотрим игры, наблюдаем, участвуем, знакомимся, дружим, общаемся, и очень это приятно, это сплачивает народ. Культурно-спортивный фестиваль Абаза организован международным объединением Авашара. Инициатором выступил президент объединения Муса Экзеков. Милана Агарба, Абхазское телевидение. Житель села Баслата Сухумского района Руслан Беглава осужден на 18 лет лишения свободы за незаконный ввоз на территорию республики наркотического вещества в особо крупном размере, а также его хранение и перевозку. Помимо лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, ему назначен штраф в размере 1 миллион рублей в доход государства. Гагарский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Ткварчала Геннадия Чкадова, признанного виновным в незаконном ввозе наркотического средства в особо крупном размере, а также его хранении и перевозке. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штрафа в размере 1 миллион рублей в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законном порядке. До вступления приговора в силу лицо считается невиновным. Гудаутское жилищно-коммунальное хозяйство получило в дар мусороуборочную машину. Этот щедрый жест совершил Дмитрий Гунба, предприниматель из Гудауты. Стоит подчеркнуть, что коммунальному хозяйству давно требовался такой автомобиль, и теперь в его арсенале будет 7 единиц такой техники. Давно было желание что-то ценное для себя подарить городу, району. И когда возникла такая возможность, я связался с главой района, с Аргун Стамуром Семеновичем, и мы согласовали
и остановились на данном транспорте. Данный мусоровоз приобретен и сегодня, как видите, находится в городе Гудаута в дар коммунальному хозяйству. Надеемся, что на работе коммунального хозяйства отразится положительно и очень рассчитываем, что улучшится и в какой-то степени еще улучшит, станет облик города Гудаута. Хочу выразить огромную благодарность всем тем людям, которые оказали содействие вот этой спецтехники машины, которая нам необходима была. Она у нас по счету получается 7-я мусороборочная машина. Мы очень сильно в ней нуждались, то есть запас, чтобы у нас был в работе. 160 лет прошло с начала Лыхнинского народного восстания. Усилившийся гнет колониальной политики царизма постоянно вызывал стихийные недовольства масс. В 1866 году в Абхазии вспыхнуло крупное народное восстание. Оно началось в селе Лыхны и вскоре охватило почти весь край. Основной причиной возмущения явилась подготовка к проведению крестьянской реформы. Российские чиновники не учли местные особенности страны. В отличие от России, Грузии и Мигрелии, Абхазия была лишена крепостнических отношений. Вслед за подавлением восстания на Абхазию обрушилась волна репрессий. Произошло поголовное разоружение народа, вплоть до кинжалов. Самым печальным последствием восстания стало крупное переселение, махаджирство. Участников восстания царские власти выселяли в районы Севера и Сибири. С апреля по июнь 1867 года махаджирами, вынужденными переселенцами, в Турцию стали около 20 тысяч человек. По приглашению министра туризма Астамура Логу в республику со знакомительным визитом прибыла известная российская супермодель, журналист, писатель и общественный деятель Алиса Крылова. Поездка организована в рамках специального блог-тура, цель которого – популяризация туристического потенциала Абхазии и привлечение внимания к ее культурному и природному наследию. Особое внимание уделено географии поездки. Планируется осмотр как восточных районов с их уникальной природой, так и западных курортных зон, что позволит составить целостное представление о многогранном туристическом облике Абхазии. Объявлены топ-100 участников третьего международного конкурса «Музыка гордых», который пройдет в Сухуме 26 августа. В число лучших вошли 15 представителей Абхазии, среди которых 3 дуэта, 2 ансамбля и 10 индивидуальных исполнителей. Полный список опубликован на официальном сайте проекта. Конкурс проводится по номинациям «Песня о родине», «Песня о любви», «Песня о семье», «Песня о защитниках страны», «Голоса народа в России», «Голоса Абхазии». Также предусмотрен спецприз. Проект реализуется фондом Николая Расторгуева и радио «Гордость» при поддержке администрации президента Абхазии, администрации президента России, президентского фонда культурных инициатив. В завершении выпуска расскажем о погоде. Во вторник, 28 июля, в Абхазии ожидается жаркая погода без осадков. Температура воздуха ночью 17-22, днем 25-30 градусов тепла. Температура морской воды плюс 26 градусов. На этом информационный выпуск Амшукшара подошел к концу. Всего хорошего, до новых встреч!